Михаил Фродков побывал на месте будущего строительства железнодорожного и автомобильного моста в районе поселка Добага и рассмотрел перспективы транспортного комплекса республики. Мы решаем приоритетную задачу развития экономики и Республики Саха-Якутия и всего Дальнего Востока. Причем первоочередным звеном этой всей транспортной схемы является достройка железной дороги Беркакит-Томот-Якутск. На это будут выделены в первоочередном порядке финансовые ресурсы, и здесь республика своим бюджетом достаточно активно участвует. Решив этот вопрос, мы подойдем к решению вопроса о строительстве моста автомобильно-железнодорожного через Лену. Вот здесь мы с вами сейчас находимся. Это сразу даст возможность серьезно изменить логистику грузоперевозок, создать крупный железнодорожный центр Якутске, соединить левую и правую стороны города, дать дополнительный импульс строительству автодорог Вилюйск, Якутск, Якутск, Магадан. Предлагается дополнительно вложить средства в реконструкцию автомобильной дороги Лена, которая пройдет с юга на север республики. То есть мы даем, развивая транспорт, серьезный импульс развитию экономики всего региона. Приоритетным проектом в республике является достройка железной дороги Беркакит-Томот-Якутск. Здесь я должен сказать, именно инициатива республики. У нас нет железнодорожного объекта с такой долей финансирования республики. За 5-6 год освоено 6,5 миллиардов рублей. В 2005 2,8, в 2006 3,7 миллиардов. И, как я уже докладывал, Михаил Ефимович, это нам позволило сократить в соответствии с определенными сроком постановления правительства ввода участка Докурдыма к 2010 году, ввести его в 2008 году. У нас сегодня есть нерешенная проблема по софинансированию на этот год со стороны Республики Саха в связи с теми проблемами, которые вчера мы говорили по продаже якут-угля и его возможностями бюджетными. Мы в части исправления ситуации, чтобы дать строителям возможность строить, все бюджетное финансирование федеральное смещаем на 1-2 квартал. Я надеюсь, что этот вопрос разрешится и график финансирования потом будет восполнен республикой, чтобы не сорвать нам намеченные сроки и темпы строительства. Максимальная социально-экономическая эффективность строительства железнодорожной линии Беркакит-Томот достигается при сооружении совмещенного мостового перехода через реку Лену в районе города Якутска, который не только соединит железную дорогу в оба части города, но и действующие и строящиеся широтные автомагистрали Колыма-Вилюй со строящей меридиальной железной дороги Беркакит-Томот-Якутск и магистральной автомобильной дороги Лена. Это особенно актуально с учетом того, что сегодня регулярное сообщение районов, примыкающих к правому и левому берегах Лены, практически отсутствует 4-5 месяцев в году. В текущем году, согласно программе, будут начаты проектно-изыскательские работы и рабочее проектирование железнодорожного автомобильного моста. В настоящее время ТЭО моста находится в главгосэкспертизы. Правда, там есть разные мнения, и я думаю, что в ближайшее время будет федеральным железнодорожным агентством объявлен конкурс на проектирование. По сути, в Якутии рассматривались вопросы экономической безопасности и транспортного сообщения страны. Мы с пониманием и с большим уважением относимся к инициативе руководства республики. И можно только порекомендовать использование вашего опыта, но для этого нужно много знать и ежедневно работать, что вы и делаете, и персонально, Вячеслав Анатольевич, нашим коллегам
и в других регионах, и федеральному центру, вот выбрать правильное звено ключевое, за которое, вот как локомотивом, начинать вытаскивать всю цепь. И в этом смысле Беркокит, Томот, Якутск, железная дорога, которую вы взялись фактически финансировать и активно проводите в жизнь, это вот это самое звено. Потому что дальше выходим на оперативный простор, как говорят, и где уже немерено надо расходовать из федерального бюджета. И вот эти планы, они захватывают.